Александр Иванов ушел из дома 2 года назад, тогда ему было 13 лет. Он больше не мог терпеть постоянные конфликты в семье. Первое время Александр бродяжничал, затем оказался в Бишкекском реабилитационном центре для беспризорных детей. Он успел поработать и дворником, и официантом, но ни на одном месте не удалось закрепиться надолго. Я много не брали где из-за документов, потому что еще маленьких документов нету. Вот, из-за этого не берут. Нет, спасибо, не надо, нет, спасибо. Иногда бывает даже пинками чуть ли не выгоняли. Проблему сотен таких детей пытаются решить бишкекские власти. Открыт ресурсный центр для трудоустройства беспризорных детей. Он будет принимать любого ребенка, оставшегося без попечения родителей, но есть возрастной ценз. Искать работу будут только лицам не младше 14 и не старше 18. Для подходящих место будет предоставляться с гибким графиком и по 4 рабочих часа в день. Больше по закону нельзя. В центре молодым соискателям предоставят полную информацию о вакансиях. Этот ресурсный центр будет именно помогать, будет таким мостом между работодателями и теми молодыми людьми, которые будут обращаться. И они непосредственно отсюда могут получить направление на работу или направление на учебу. Парень решил обратиться в новый ресурсный центр. Специалисты внесли Александра в базу данных. Он ищет работу в сфере информационных технологий. Все свободное время проводит за компьютером. Узнаем, чего они хотят, потому что они не все не знают, на какой работе работать. Они приходят, говорят, любую работу дайте. Мы беседуем, узнаем, что они могут, что они хотят и где бы они смогли бы работать. И примерно вакансии раздаем, они смотрят, выбирают. Если они не могут, мы помогаем. Александру не нашли работу, связанную с компьютерами, зато предложили место официанта. Тем более опыт уже есть. Правда, сам парень от этого не в восторге. На меня впечатление это не произвело, потому что директор как-то странно себя ведет. Я пообщался с работодателем. Он сказал, что вообще с 18 договаривались, почему у таких маленьких. Он начал что он выглядит на 18, намного старше, чем ему есть. Попробуйте, посмотрите. Она мне сказала, что хорошо, завтра подойдите, но не факт, что возьмем. Центр будет работать на постоянной основе. При его помощи, как считают сотрудники, работу смогут найти сотни беспризорных детей. Таким образом, у них появится шанс не потеряться на улице и обеспечить свое будущее.